Добрый день, уважаемые абитуриенты! Позвольте представиться, я профессор кафедры романо-германской филологии и методики обучения иностранным языкам Аитов Валерий Факильевич. Я являюсь руководителем этой программы. Программа называется «Современные технологии обучения иностранным языкам». Что хотелось бы сказать по поводу вступительных испытаний? Ну, во-первых, как вы понимаете, форма сдачи дистанционная. Вы можете из дома, из любого места провести вот это испытание, пройти это испытание. Вид экзамена, тестирование, количество вопросов будет 25. И на все это испытание у вас отводится 60 минут. Поэтому постарайтесь ограничиться и собраться с силами. На 20 вопросов вы сможете, наверное, за час ответить. Ну, если у нас будут какие-то экстремальные ситуации, то возможно увеличение продолжительности времени. Минимальное количество баллов 50 и максимальное количество баллов 100. Обязательно следует помнить, что входить нужно через свой логин и пароль, который вам отправят на электронную почту. И смотрите обязательно, там в спаме это может быть даже. И после первого посещения вы можете сменить свой пароль. Перед каждым экзаменом необходимо сфотографироваться и показать свою фотографию вместе с развернутым вашим паспортом, где есть ваша фотография и где указано ваше имя. Еще раз напоминаю, что время, которое отводится на прохождение испытания, ограничено, и его никаким образом мы не должны продлевать. Для того, чтобы пройти экзамен, вам нужно будет войти в личный кабинет, ваш личный кабинет. Расписание. Несколько слов о расписании вступительных испытаний. Расписание у нас вы тоже можете посмотреть на сайте приемной комиссии на вкладке магистратура. Итак, в соответствии с расписанием вступительных испытаний вы должны помнить, что ваша программа называется, во-первых, педагогическое образование и профиль или направленность современные технологии обучения иностранным языкам. Форма сдачи, как уже было сказано, дистанционная. Консультация будет проходить 12 числа. И те, кто подал документы, могут принимать участие во вступительных испытаниях с 13 числа, 13 августа с 10 утра до 22 часов вечера. Ну и будет еще одно резервное испытание, которое пройдет 17 августа. Далее мы посмотрим, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Для того, чтобы сдать вступительное испытание, вам нужно подготовиться, ознакомиться с программой, которая также расположена на сайте приемной комиссии. Там достаточно подробно описано, что нужно подготовить, какие документы, как входить. Все достаточно подробно, какие использовать компьютеры, и для того, чтобы был бесперебойная связь.
Затем, когда в процессе подготовки технической вы все это подготовили, и я думаю, что в это же время вы готовитесь и к разделам нашего экзамена. В основном это у нас будет 4 таких главных темы. И эти темы называются язык и межкультурная коммуникация, затем лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков, и вот еще один раздел, который непосредственно касается нашей темы, это современные технологии обучения иностранным языкам. Итак, давайте посмотрим, какие же могут быть вопросы. Ну, по всем вопросам вы можете обращаться к литературе. Здесь дан необходимый список литературы, и также можно воспользоваться источниками интернета. Итак, давайте посмотрим первое задание. Язык и межкультурная коммуникация. Лингвистические и методические аспекты взаимодействия языков. Давайте посмотрим, какие возможны там вопросы. Например, что понимается под термином межкультурная коммуникация? Здесь есть множественный выбор, и вы выбираете, вот правильным ответом здесь будет коммуникация, как связь и общение между представителями различных культур. Во втором вопросе нашего теста назовите типы межкультурной коммуникации. Здесь даны варианты: информативная, коммуникативная, когнитивная. Правильным ответом будет информативная функция. Следующий вопрос. В каком году было введено понятие межкультурная коммуникация? Даны тоже 3 возможных варианта. Правильным ответом будет 1950 год. Очень много фактологического материала, поэтому нужно достаточно тщательно подготовиться. Кто впервые ввел понятие межкультурная коммуникация? Значит, даны 3 варианта. Они все существующие, и как Фердинанд де Сосюр, так и Рон Хаббард. Но правильным ответом будет Эддард Холл. Следующий вопрос. Что такое филология? Достаточно пространный вопрос, но мы должны знать ответ. Это правильный вариант будет наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки и оценки информации. Давайте посмотрим следующий цикл или следующий раздел. Следующий раздел – это межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. Язык – это… Обратите внимание, что на некоторые вопросы, на некоторые задания возможны 2 или более ответов. Здесь вот как раз возможно 2 ответа. Язык – это исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющая орудием общения, обмена мысли и взаимного понимания людей в обществе. И второй ответ – это всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить средством общения между индивидами. Во втором вопросе, также 2 возможных ответа. Выберите правильное утверждение. Здесь правильными утверждением будет: процесс становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался в 60-е годы. И процесс становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США. На третий вопрос правильным ответом у нас будет основными задачами дисциплины язык и межкультурная коммуникация являются
во-первых, факторы, помогающие и препятствующие коммуникации представителей разных культур. И еще один правильный ответ – это национальный характер и способ его формирования средствами языка. Последний вопрос в этом разделе. Язык является, тоже два правильных ответа, специфическим средством хранения и передачи информации, первый правильный ответ, и средством управления человеческим поведением. Следующий раздел – теоретические аспекты обучения иностранным языкам. В технике проведения эксперимента выделяются две группы испытуемых. Первая – это экспериментальная группа, и второй ответ тоже правильный, это как раз две группы выделяются, это контрольная группа. Есть необходимо вам выбрать правильный ответ. Понимается исследование, построенное в значительной мере на эрудиции и педагогической интуиции учителя, который осуществляет научный поиск. Надежда Ивановна Гесс. Здесь правильным ответом будет два правильных ответа: пробным обучением и пробным опытом. Далее. Элементарный методический поступок, элемент метода, отдельный шаг в реализации метода, разовое действие называется прием обучения или методический прием. Следующее. Анализ строя написанных предложений, громкое проговаривание слов, называемое предметом на картинках, подбор синонимов к слову являются примерами методических приемов. Научно обоснованная система обучающих действий определяется как технология обучения. И еще один раздел – это современные технологии обучения иностранным языкам. Посмотрите, какие здесь вопросы и какие возможные ответы. Что является стержнем коммуникативного метода, его доминирующей идеей, цементирующей или интегрирующей все входящие в него принципы? Здесь главным является коммуникативность и решение речевой задачи. Следующий вопрос. Проинтерпретируйте термин коммуникативность как категорию современной методической науки. Что означает коммуникативность по Ефиму Израильевичу Пасову? Во-первых, это подобие процесса обучения иностранному языку процессу коммуникации. Третий вопрос. Учащийся решает проблемы, речемыслительные задачи при, один ответ правильный, выполнении речевых упражнений. Четвертый вопрос. Какие из этих заданий, установок, имеют признаки коммуникативности? Здесь даны варианты ответов. И правильным будет вариант: Руслан недавно вернулся из Америки. О чем бы вы хотели его расспросить? И поделитесь с нами, чем вам нравится или не нравится этот фильм. И последний в данном разделе, является не последний, а вот один из примеров, это назовите 6 компонентов коммуникативной компетенции, разработанных и предложенных Шейлзом в 1995 году в рамках Совета Европы. Лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая, социокультурная, социальная. Все варианты являются верными.
Посмотрите, пожалуйста, контакты. Я еще раз напоминаю, я Аитов Валерий Факилевич. Мой есть адрес электронный указан. И вы можете через раздел, через приемную комиссию обращаться ко мне. Можете взять телефон, и если будут какие-то вопросы в процессе подготовки, вы можете их задавать мне в режиме WhatsApp. Всего хорошего. Я желаю вам здоровья и удачной подготовки для того, чтобы мы с вами могли встретиться и начать занятия. До свидания.